Война – это всегда трагедия, а когда война, боевые действия происходят среди жителей одного государства, эта трагедия, ее масштабы возрастают во много раз. И история Беларуси, особенно история 17 века, в этом плане является наиболее ярким и красочным примером. В 17 веке на нашей земле сложился целый комплекс противоречий, который привел к серьезным и, наверное, в каком-то смысле непоправимым результатам и последствиям. Аграрная реформа, которая была проведена в середине 16 века, серьезно изменила социально-экономическое положение в стране, что привело к возрастанию эксплуатации основной массы нашего населения – крестьянства. Заключение Люблинской унии содействовало процессу полонизации наших верхов, элиты, шляхетского общества. Заключение Брестской унии содействовало распространению политической и социальной борьбы из верхов общества в его нижние сословные единицы. Среди мещан и крестьян разгорелась нешуточная социальная борьба, которая подогревалась этноконфессиональным фактором. Естественный протест населения проходил в разных формах, от банальных жалоб до волнений, выступлений, бегства. И он затронул практически всю территорию Беларуси. Уже в первой половине 17 века произошли такие серьезные волнения, как так называемое Могилевское восстание во главе со Стахором Метковичем, Витебское восстание 1623 года, когда был убит униатский епископ Иосафат Кунцевич. Однако эти восстания не были настолько масштабны, чтобы охватить всю территорию Великого княжества Литовского. Наиболее распространенной, в каком-то смысле радикальной формой протеста являлось бегство белорусских крестьян на территорию Украины. Они фактически поставляли свежую кровь для зарождения и формирования новой социальной группы, которая получила название казачество. Казачество, которое начало свое формирование в середине 16 века, к концу этого столетия фактически превратилось в некое отдельное сословие, которое получило признание со стороны государственных властей, со стороны монарха. Свободный статус казачества являлся как раз той самой приманкой, которая привлекала белорусских крестьян на территорию Украины. Уже в конце 16 века наши соотечественники могли познакомиться с казачеством, что называется, вживую. В 1595 году на территории Украины началось достаточно масштабное восстание, во главе которого стал Северин Наливайко. Этот казацкий руководитель со своим отрядом прошелся практически по всей территории современной Беларуси, через Слуцк, Могилев, по Белорусскому Полесью. И хотя восстание в 1596 году было подавлено на территории Украины, тем не менее след от него остался в памяти людей. На протяжении первой половины 17 века современную Украину лихорадило от казацких восстаний. Произошел ряд серьезных восстаний, в которых, хотя казаки вроде бы ничего существенного и не добились, однако, тем не менее, их популярность среди православного, не принявшего унию дезуницкого населения, значительно возросла. Казаки из некой аморфной, в понимании, может быть, некоторых людей, такой бандитской массы переросли в людей, у которых есть своя конкретная цель, которые являются защитниками старого традиционного способа жизни, традиционных ценностей. Они стали защитниками запрещенной в начале 17 века православной, либо, как тогда говорили, дезуницкой церкви. В начале 1648 года в сердце казацкой вольницы, в Запорожской сечи, началось достаточно масштабное восстание, во главе которого стал шляхтич украинского происхождения, или, как тогда говорили, русский шляхтич Богдан Хмельницкий. Восстание активно поддержали местные украинские крестьяне. Победа казаков и восставших крестьян над шляхетским войском в битвах под Корсунем, под Желтыми водами привело к тому, что
К концу мая 1648 года под контролем казаков оказалась практически вся так называемая левобережная Украина. Казацкие отряды, загоны, приблизились к территории современной Беларуси. 28 мая 1648 года Хмельницкий выдал свой знаменитый универсал, в котором он, призывая людей к восстанию, среди провинций, так называемых, как он выражался, наших, русских, назвал в том числе и современные белорусские земли. Таким образом, он видел в создаваемом собою государстве не только земли современной Украины, но и земли современной Беларуси. По существу Хмельницкий озвучил программу создания так называемого Великого княжества Русского как автономной части Речи Посполитой. Армия Великого княжества Литовского оказалась неподготовленной к казацкому нашествию. Это было связано с тем, что, во-первых, постоянной армии как таковой в мирное время не существовало. Что касается гарнизонов, которые находились в восточных регионах Великого княжества Литовского, в так называемой Литовской Украине, то они готовились к потенциальной войне против российского государства. Было абсолютно очевидно, что российское государство может воспользоваться внутриполитическим кризисом, который возник в Речи Посполитой в связи с этим казацким восстанием. Тем более, что незадолго до этого восстания, в 1632-1634 годах, прошла так называемая Смоленская война, которая являлась своеобразной попыткой реванша за войну между этими государствами 1609-1618 года. В 1618 году, согласно Деулинского мира, в состав Великого княжества Литовского вернулся Смоленск, а также Стародубщина. Административная единица, которая у нас называлась термином Смоленское воеводство. В состав Польши вернулся Чернигов. И вот в Смоленской войне российское государство пыталось возвратить себе утраченные по Деулинскому миру территории. Подписанный Поляновский мир вернуть эти территории не позволил. Так что, в принципе, можно было ожидать, что казацкое восстание может быть сигналом к началу очередной войны между российским государством и Речью Посполитой. Сведений о том, находился ли, был ли вообще какой-то постоянный гарнизон в Гомеле, конкретно в 1648 году, к сожалению, не найдено. Безусловно, здесь была какая-то мещанская стража, но вот вряд ли здесь находились постоянные подразделения армии Великого княжества Литовского. Это было связано с тем, что граница все-таки находилась достаточно далеко, и содержать гарнизон практически в центре государства, такой необходимости просто-напросто не было. Поэтому, когда здесь появились казацкие загоны, то местная администрация оказалась просто не подготовлена к тому, что надо принимать какие-то серьезные меры. 28 июня в Гомель вошли первые казацкие подразделения во главе с Петром Головацким, либо Яном Головацким, в разных источниках он у нас встречается в разном варианте. Нет сомнения, что к казакам присоединились и местные жители, и местные крестьяне деревень, которые находились вокруг, и сами гомельские мещане. Если верить источникам историческим, а у нас нет оснований им не доверять, то жители города сами открыли ворота казакам. Начался процесс показачивания гомельчан. Конечно, он охватил далеко не каждого жителя Гомеля, но то, что значительная часть наших земляков присоединились к казакам, или, как говорили тогда, показачились, в этом сомнения нет. 30 июня этого же 1648 года был расстрелян гомельский подстароста, фамилия которого неизвестна, а также несколько шляхтичей. Есть информация о том, что истязаниям подверглась шляхтянка Скаковская, которая не хотела рассказывать казакам, где находится ее богатство. Мы не знаем, какие там были богатства, были ли они вообще, но то, что ее истязали, источники этот факт засвидетельствовали. В поисках богатств и сокровищ казаки ограбили местный костел, врывались в склепы, раскапывали могилы для того, чтобы вот таким образом как-то поживиться. Есть информация о том, что местный ксенз
смог убежать из Гомеля в одной сермяжце босиком. Среди шляхты того времени ходили слухи о том, что Гомель сдал его владелец Зигмунд Слушка через своего представителя, некого шляхтича Коса. Сам Кос являлся по вероисповеданию протестантом, вероятнее всего кальвинистом. И он, вероятнее всего, вступил в переговоры с казаками, пытаясь через сдачу города каким-то образом сохранить Гомель, а возможно и его население, не только его имущество, целиком. В итоге сам этот шляхтич Кос, которому пришлось договариваться с казаками, стал жертвой репрессий, которые казаки устроили по отношению к инакомыслящим, к своим потенциальным противникам. Самому Косову отрубили голову, но вообще от казацкого гнева в Гомеле пострадало около 2500 человек, из них значительная часть составляла еврейское население, не только мужчины, но и, как отмечают источники, это были и жены, и дети. В Гомеле сформировалась своя повстанческая администрация, и Гомель организационно, вероятнее всего, вошел в структуру организующегося на Украине Черниговского, либо, возможно, Киевского полка. Дело в том, что старая административно-территориальная структура на Украине рушилась, и вместо нее создавалась новая структура, которая называлась... То есть Украина разделялась на полки, полки разделялись на сотни и так далее. Вот Гомель стал некой единицей в этой новой организационной структуре. Казацкая администрация Гомеля, вероятнее всего, состояла не из пришлых с территории Украины казаков, а из местных показачных мещан, либо крестьян. Ну, предпочтительнее, конечно, мещан, так все-таки был город. Эта администрация всячески пыталась укрепить город и солидаризировалась, естественно, с теми лозунгами, требованиями, которые выставлял Хмельницкий, прежде всего в вопросе о создании некой вот такой русской, или, как мы сейчас сказали, украинско-белорусской автономии в составе Речи Посполитой. Я хочу отметить, что на этом этапе Хмельницкий абсолютно не собирался выделять Украину из состава Речи Посполитой. Речи о независимости не шло. Хмельницкий активно писал письма не только русскому царю с просьбой принять его в подданство, но и крымскому хану, османскому султану. Это была форма дипломатического давления на правительство Речи Посполитой для того, чтобы добиться от него определенных уступок. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в это же время казаки посылали своих послов на Сейм, где вы избирали нового короля в связи с смертью короля Владислава IV. И именно казаки оказали большое влияние, то есть Хмельницкий оказал большое влияние на то, что королем избрали впоследствии Яна II Казимира, а не его противника, его родного брата Карла Фердинанда, который был настроен решительно по отношению к борьбе, к вопросу о борьбе с повстанцами. Осенью 1648 года армия Великого княжества Литовского начала наступление в Полесье. Ну а в январе 1649 года произошло событие, которое в зависимости от собственного пристрастия в историографии называется либо кровавым походом Януша Радзивилла, либо Полесским походом Януша Радзивилла, который, вне зависимости от того, как его называть, оказался достаточно успешным. Пройдя по территории Полесья через Туров, Мозырь, Бобруйск, Речицу, он освободил от казачьих загонов этой территории и построил своеобразную такую границу между казацкой Украиной и Великим княжеством Литовским. В связи с приближением к Речице армии Великого княжества Литовского украинские казаки, запорожские казаки покинули Гомель, однако в Гомеле осталась местная казачья администрация. Януш Радзивилл не ставил себе в качестве одной из основных целей овладение Гомелем, так как главной ее целью было через Лоев добраться до Киева и нанести удар, так сказать, вот в идеологический центр казачьего движения, в центр, где находилась православная митрополия, идеологии которую использовали казаки. Однако к Гомелю, тем не менее, в апреле 1649 года подошел шляхетский отряд, это был отряд фуражиров, которые попытались войти в город. Местная администрация этот отряд не пустила, а попросила о помощи у черниговских казаков. В итоге в Гомель вошли 4 казачьих сотни во главе с полковником Гресем.
и разместились здесь для укрепления города. Вот это обстоятельство, ну а также незаинтересованность Радзивилла все-таки в боях за Гомель привело к тому, что Гомель достаточно спокойно находился под контролем казачьей администрации еще достаточно долгий период. В июне этого же 1649 года гомельский гарнизон пополнился еще несколькими казачьими подразделениями, которые пришли с территории Украины. Таким образом, гомельский гарнизон увеличился еще на 3 казачьих сотни. Таким образом, учитывая вошедшие в Гомель сотни Сухотки, Кривошапки и Зеньки, общее количество повстанцев и казаков в Гомеле могло достигать около 2500 человек. Это была достаточно грозная сила в числовом эквиваленте. Однако при этом надо сказать, что все-таки значительная часть и украинских казаков, и местных повстанцев, во-первых, не имели достаточно хорошего оружия, а во-вторых, они были неопытны в военном деле. Не случайно в ходе последующей битвы под Лоевом достаточно небольшая армия ВКЛ, которая по разным оценкам насчитывала от 4 до 6 тысяч человек, смогла разгромить, ну, в общем-то, огромную, в общем-то, казацкую армию, количество саблей в которой оценивается от 15 до 30 тысяч. Концентрация сил армии Великого княжества Литовского в Лоеве к июню 1649 года, а также разгром казацкого войска во главе с Ильей Голотой недалеко от Мозыря, так называемая битва под Загальем, внесла некоторое смятение в сердца и умы гомельчан. Среди гомельчан стал слышен голос оппозиции, во главе которой являлся местный воин по фамилии либо кличке Крицавяш. Когда казаки по некой необходимости вышли из города в поле, вот Крицавяш и его сторонники предложили гомельчанам не пускать их назад и поддаться, как говорят источники, своему старосте, руководителю Гомеля Зигмунту Слушке. Однако среди гомельчан возобладало мнение все-таки сторонников казаков. Да и сами казаки, прочуяв нечто неладное, вернулись назад. В результате оппозиция была разгромлена, сам Крицавяш был арестован, а Гомель стал активно готовиться к обороне. Подготовка к защите Гомеля местными показательными крестьянами, так сказать, гомельскими казаками, в каком-то смысле, да, была действительно серьезной. Гомель, кроме того, что укрепляли со всех сторон валы деревянные, частокол, кроме всего прочего, в Гомеле находилось 12 пушек и около 80 гаковниц. Причем следует отметить, что все пушкари являлись гомельчанами, среди них не было ни одного украинца, выходцев Украины. Кроме того, вспоминаются слова одного из показательных местных жителей, Петро Щепана, который говорил о том, что если придут ляхи, будем биться вот просто до конца. То есть действительно значительная часть местных жителей, она каким-то образом, не каким-то образом, а действительно серьезно поддерживала казаков и идею создания этого автономного государственного образования внутри Речи Посполитой. Однако до крупного сражения дело все же не дошло. Дело в том, что между руководством Речи Посполитой и казацкой администрацией было подписано мирное соглашение, которое получило название «Сборовский мир». Согласно этому соглашению, казацкие загоны должны были быть полностью выведены с территории Великого княжества Литовского. Таким образом, украинские казаки покинули Гомель. Я предполагаю, что с ними отошла и та часть жителей Гомеля, которые показачились и сочувствовали казакам. В конце августа в Гомель вошли подразделения армии Великого княжества Литовского во главе с ротмистром Смольским, и таким образом Гомель вновь оказался под контролем государственной администрации. Однако в 1650 году на пограничной с нами Украине, которая находилась тогда в составе Польши, опять начались казацкие выступления. К началу 1951 года они переросли в полномасштабную войну. И нет ничего удивительного, что среди сторонников казацкой идеологии, которые, безусловно, остались и в Гомеле, вновь возникли идеи
поддержки казаков. Да и для самого украинского руководства Гомель был достаточно значимым городом в плане продвижения в дальнейшем в Посожье. Одной из идей Хмельницкого являлось перенесение восстания в глубинные районы Великого княжества Литовского, в достаточно далекий Смоленский повет, Смоленский, Мстиславский поветы. И вот овладение Гомелем в этом плане было достаточно важным. 21 мая шляхтец Крупский писал про подготовку похода на Гомель достаточно большого казацкого отряда Черниговского полка во главе с Мартином Небабой. Гомельский подстароста Хлевинский также сообщал о том, что казаки готовятся вот-вот подойти к Гомелю. В связи с этим 4 июня Януш Радзивилл выдал приказ об укреплении Гомеля. Исполняя этот приказ, 5 июня к Гомелю подошло подразделение армии ВКЛ для того, чтобы каким-то образом укрепить город. На этот раз Гомель становился достаточно серьезным препятствием для казацкого продвижения вглубь Беларуси. Гомельский гарнизон состоял из профессиональной армии во главе с капитаном Монтгомери, из конных подразделений конной милиции Зигмунта Служски и городского ополчения. Как в дальнейшем покажут события, действия этих подразделений оказались достаточно эффективными при обороне города. 3 июня 1651 года казаки подошли к городу и разместились в предместье под названием Спасова Слобода. 5 июня они попытались произвести штурм города, однако эта попытка оказалась безрезультатной. Отлично себя проявила Гомельская мещанская стража во главе с Пацем, которые бердышами смогли сдержать первое наступление и, как пишет источник, хотя и сами не обошлись без потерь, но тем не менее проявили себя очень с отважной стороны. Однако, как уже отмечалось, далеко не все жители Гомеля единодушно поддерживали государственную администрацию. Какая-то часть гомельских мещан сочувствовала казакам. И в одну из ночей один гомельский мещанин перебрался через стену и перебежал к казакам. И, как говорит источник, показал слабое место в обороне Гомеля. Казаки произвели штурм, однако и этот штурм был отбит. Впоследствии еще 7 гомельских жителей перешли на сторону казаков, принимали участие, так сказать, в штурмах Гомеля, вероятнее всего. На что Радзивилл отреагировал достаточно резко. Если мы возьмем его письмо, он пишет, что вот за такую здраду всех мещан он приказал полностью уничтожить. Ну и в дальнейшем это тиражировалось неоднократно. Однако, как мне представляется, это очень серьезное преувеличение. Дело в том, что гомельский гарнизон он состоял в том числе из мещан. И эти самые мещане в том числе и занимались обороной Гомеля. Что имел в виду Радзивилл, имея в виду, что всех мещан вырезали, сказать сейчас тяжело. Имелось ли в виду, что вырезали только тех мещан, которые сочувствовали казакам, или каких-то других мещан? Но то, что слово «все» в данном случае означает не жителей всего города, это абсолютно очевидно. Почему? Потому что в дальнейшем гомельские мещане, буквально через 3 года, опять будут защищать город от казаков. Ну, если их вырезали, кто тогда занимался защитой в 1954 году? Для овладения Гомелем из-под Чернигова была доставлена артиллерия, был произведен генеральный штурм, однако и он не дал результата. А 9 июня происходит абсолютно неожиданное явление. Казаки спешным порядком отступили из-под Гомеля, оставив здесь практически весь свой провиант и ту часть казаков, которые были разосланы в дозоры. Таким образом, усилия гомельчан, которые отбили в совокупности 15 штурмов, оказались не бесполезными. На последующие 3 года в Гомеле установился мир и спокойствие. Жители пытались восстановить хозяйство, восстановить дома, так как боевые действия были достаточно жесткими. Однако ситуация резко ухудшилась в 1654 году. К 1654 году у российского руководства в конце концов созрела идея о том, что можно начинать войну против Речи Посполитой. И в 1654 году началась одна из наиболее тяжелых в нашей истории войн. Это война, которая принесла не только огромные разрушения
она привела к огромным демографическим потерям. Согласно подсчетам историков, в результате население современной Беларуси сократилось более чем в 2 раза. Это не значит, что погиб каждый второй человек. Но то, что исчез из поля зрения каждый второй, это точно. Не все были убиты. Кто-то погиб от голода, кто-то погиб от болезней, а кто-то был вывезен с территории Беларуси в неизвестном направлении, на территорию, вероятнее всего, российского государства, где и каким-то образом продолжил свое существования. Гомель, который вроде бы достаточно далеко отстоял от границ между Речью Посполитой и российским государством, однако неожиданно оказался на передовой. Дело в том, что во второй половине июня 1654 года на территорию современной Беларуси вошло 30-тысячное казацкое войско во главе с Иваном Золотаренко, близким другом и соратником Богдана Хмельницкого. 30 июня 1654 года казацкая армия подошла к городу и попыталась штурмом овладеть Гомелем. Однако гомельский гарнизон во главе с Жижемским и Бобровницким при поддержке гомельских мещан смог отразить это наступление. Золотаренко разместил свои войска вокруг Гомеля и попытался уговорить мещан сдать город. Однако все попытки прийти к компромиссу, каким-то образом войти в город, оказались безуспешными. В связи с этим началась долгая, практически 2-месячная осада Гомеля. Казацкие подразделения растеклись по Восточному Полесью, отправились в направлении Речицы, в направлении Чечерска, но дальше продвинуться армия не могла, так как не сдавался Гомель. 25 июля 1654 года наказной гетман Иван Золотаренко писал российскому царю Алексею Михайловичу: «Когда их тут оставим недобывши, всей Литве и сердца, и смелости дадут». То есть овладение Гомелем он видел важнейшей стратегической задачей для того, чтобы продвинуться дальше на территорию Восточной и Центральной Беларуси. Жители Гомеля страдали от недостатка еды. В Гомеле практически не осталось ни собак, ни кошек. Город постоянно обстреливался артиллерией, в том числе и раскаленными ядрами. Постоянно случались пожары, и фактически город уже был преобразован в пепел. Однако продолжал держаться. И только когда казаки нашли потайной ход к реке и лишили гомельчан воды, никаких дальнейших перспектив для защиты города уже не оставалось. Тем не менее, гомельский гарнизон с боем смог пробиться через осаду и ушел в направлении Быхова. Что касается гомельских мещан, то они сдали разрушенный и уже беззащитный город. Таким образом, Гомель вновь оказался под контролем казачьей администрации. К осени 1655 года практически вся Беларусь была захвачена российской армией. В то же время шведы захватили территорию Польши и Литвы. Речь Посполитой практически не осталось как государственного образования. Отдельные очаги сопротивления продолжали существовать, но в общем-то вся страна уже была захвачена врагом. Однако жесткий режим новой администрации привел к возрастанию на территории Беларуси широкого движения сопротивления. Местные жители объединялись в отряды, мы бы сейчас их назвали партизанами, в источниках они фигурируют под названием шиши, и нападали на российские отряды. Причем в этих отрядах были не только представители католической шляхты, униатского мещанства и крестьянства. Нет, здесь были и представители православной шляхты, и православного крестьянства, и православных жителей городов. Ярким примером здесь является судьба шляхтича Константина Поклонского, который в 1654 году, рассчитывая на то, что с приходом российской администрации жить будет лучше, прежде всего в религиозно-конфессиональном плане, он создает белорусское казачество, которое активно участвовало в захвате Могилева и других белорусских городов. А вскоре он возвращается на сторону Речи Посполитой. Новый режим оказался абсолютно непривычным для местных жителей и чрезвычайно жестким. К 1658 году
Многие из украинских казаков разочаровались в новой администрации. И вот в этих условиях в 1658 году новый казацкий гетман Иван Выговский возвращается на сторону Речи Посполитой. Среди самих казаков, украинских казаков, началась борьба. Одни видели свое будущее с Речью Посполитой, другие видели свое будущее в составе Российского царства. В начале 60-х годов 17 века Гомель оказался под контролем пророссийски настроенных казаков во главе с Василием Золотаренко, которому царь Алексей Михайлович передал Гомель на правах владения. Однако удержать Гомельское царство под своим контролем Василий Золотаренко не смог, так как уже летом 1661 года Гомель был захвачен другим казацким полковником Андреем Мурашко, который воевал на стороне Речи Посполитой. Фактически с 1661 по 1667 год Гомель стал никем не управляемой, кроме самого Андрея Мурашко, территории. То есть формально Андрей Мурашко подчинялся руководству Речи Посполитой, но так как здесь не было никаких органов администрации самой Речи Посполитой, кроме него самого, фактически Гомель стал таким полунезависимым государственным образованием. Андрей Мурашко сам решал, какую политику он будет проводить. Ну, к сожалению, информация о том, что происходило в самом Гомеле во время руководства им Андреем Мурашкой, до сих пор не выявлена, а вот его внешняя политика, она нам более известна. Мурашко стал совершать регулярные нападения на территорию Стародубского повета и на территорию соседнего Черниговского воеводства, ну или в казачьем понимании Черниговского полка. В результате этих походов он доходил достаточно далеко, до Новгород-Северского и до самого Стародуба, что, естественно, вызывало негативную и острую реакцию со стороны пророссийски настроенных казаков, которые находились в этих городах. В ответ на действия Мурашки казаки предпринимали ответные экспедиции, а в 1666 году новый украинский гетман, пророссийски настроенный Иван Брюховецкий, приказал организовать достаточно большой поход на Гомель. К Гомелю подошли украинские казаки, вероятнее всего Черниговского полка, и взяли город в осаду. Гомель не сдавался, Андрей Мурашко отчаянно сопротивлялся и дождался подписания перемирия в 1667 году. Начало переговоров 1667 года означало прекращение боевых действий на всех фронтах. Однако, несмотря на начало переговоров, украинские казаки продолжали штурмовать Гомель. Ну, тут понятно, если бы они успели его захватить до того, как закончатся переговоры, можно было бы включить город в сферу своего влияния. Мурашко это тоже понимал и поэтому продолжал сопротивляться. В итоге потребовалось специальное распоряжение со стороны российской администрации для того, чтобы украинские казаки отошли от Гомеля. Но после подписания Андросовского мира боевые действия окончательно прекратились. Таким образом, в 1667 году для Гомеля закончился очень длинный и тяжелый 19-летний период боевых действий. Это период, когда наружу вылились практически все противоречия. Все вопросы, которые волновали гомельчан, они попытались решить вооруженным путем. И вот здесь можно заметить очень интересный момент. Если первоначально часть гомельского общества, в основном это были православные жители, которые считали себя обиженными в Речи Посполитой по конфессиональному признаку, и они рассчитывали на казаков, они поняли, что казацкая анархия, которая установилась на какой-то период в нашем городе, она, наверное, похуже, чем, пускай чужеродная в каком-то смысле, этнически и в конфессиональном плане государства. В начале 50-х годов вот эта часть нашего общества стала ориентироваться на российское государство, считая, что с приходом сюда другого государства они, православные жители, смогут реализовать свои права. Однако приход сюда российской администрации также не решил всех проблем.
И мы видим, что и в 1651 году, и в 1666-67 годах жители Гомеля, которые, возможно, когда-то поддерживали тех, кто на них сейчас нападал, защищают Гомель. Таким образом, наверняка многие поняли, что лучше худой мир, чем хорошая война. И то, что те вопросы, которые есть, надо решать собственными силами и мирным путем. Кроме всего, в этих событиях проявилась попытка формирования нового для Беларуси социального слоя – казачества. То есть появляются некие показачные крестьяне и мещане, которые считали себя казаками. Однако это был очень кратковременный эпизод нашей истории. За столь короткое время казачество, как некая отдельная социальная группа со своей психологией, со своей сферой деятельности, со своими боевыми навыками сложиться все же не могло. И та часть гомельского общества, которая была настроена протестно, вынуждена была вместе с украинскими казаками уйти из города на территорию Украины.